43-ші сабақ. Болжалды келер шақ. Будущее предположительное время. Формула. Основа плюс ар, ер, р плюс мын, сын, сызды для твердых слов, мын, сын, сызды для мягких слов. Сұрағы, вопрос, не істер. Если к словам добавляются данные аффиксы, то они переводятся как: возможно, пойдет, барар. Айтар, возможно, скажет. Келер, возможно, придет. Сөйлесер, возможно, поговорят. Ойнар, возможно, будет играть. Карар, возможно, посмотрит. Жіктелуі, спряжение. Мен барармын, сен барарсың, сіз барарсыз, ол барар. Возможно, я пойду. Возможно, ты пойдешь. Возможно, вы пойдете. Возможно, он пойдет. Мен келермін, сен келерсің, сіз келерсіз, ол келер. Возможно, я приду. Возможно, ты придешь. Возможно, вы придете. Возможно, он придет. Мен қарармын, сен қарарсың, сіз қарарсыз, ол қарар. Возможно, я посмотрю. Возможно, ты посмотришь. Возможно, вы посмотрите. Возможно, он посмотрит. Көпше түрінің жіктелуі, спряжение множественного числа. Біз барармыз, сендер барарсыңдар, сіздер барарсыздар, олар барар. Біз келерміз, сендер келерсіңдер, сіздер келерсіздер, олар келер. Возможно, мы пойдем. Возможно, вы пойдете. Возможно, вы пойдете. Возможно, они пойдут. Возможно, мы придем. Возможно, вы придете. Возможно, вы придете. Возможно, они придут. Болжалды келер шақ показывает действия, которые, возможно, произойдут в будущем или не произойдут. Ертең саған соғармын, көрерміз. Возможно, зайду к тебе завтра. Посмотрим. То есть говорящий не совсем уверен, зайдет он завтра или не зайдет. Это зависит от обстоятельств. Бұл сыйлық оған ұнар. Возможно, ему этот подарок понравится. Бір күні осы кітапты оқырсың. Когда-нибудь, возможно, ты прочитаешь эту книгу. Ол саған шындықты айтар. Возможно, он тебе скажет правду. В казахском языке есть слово «мүмкін», которое переводится «возможно». И если его добавить в предложение, оно усилит значение слова «возможно», но глагол при этом не меняется. Он остается с суффиксом «р», ну и с вариантом «ар», «ер». Давайте рассмотрим эти примеры. Мүмкін ертең саған соғармын, көрерміз. Возможно, я завтра зайду к тебе, посмотрим. Мүмкін бұл сыйлық оған ұнар. Возможно, этот подарок ему понравится. Мүмкін бір күні осы кітапты оқырсың. Возможно, в один день ты прочитаешь эту книгу. Мүмкін ол саған шындықты айтар. Возможно, он тебе скажет правду. В данных предложениях позиция слова «мүмкін» очень слабая. Это слово выполняет вспомогательную роль. Если мы добавим слово «мүмкін» и прочитаем это предложение, будет правильно. А если понадеяться, что это слово переводится «мүмкін», и уберем здесь суффиксы, тогда предложение будет звучать неправильно. Допустим, мы не можем сказать «мүмкін ертең саған соғамын, көремін». Это уже грамматически будет неправильное предложение. Поэтому даже если мы добавляем слово, которое переводится «возможно», вот это положение не меняет. Суффиксы «ар», «ер», «р» они должны обязательно присутствовать. Рассмотрим примеры диалогов. Балам, кел тамақ іш, ішкім келмейді. Тоңазытқышқа қоямын. Артынан жерсің. Я, артынан жермін. Сынок, идем кушать. Не хочу.
Тогда поставлю в холодильник. Возможно, потом поешь. Да, возможно, потом поем. Хотя данная конструкция показывает, что вероятность того, что произойдет 50 на 50, есть случаи, когда глаголы с суффиксами ар, ер, эр показывают, что говорящий 100% уверен в том, что он говорит. Например, «Тезет, кешігіп қаларсың». Поторопись, иначе опоздаешь. Точно опоздаешь. Анық айт, әйтпесе түсінбей қалар. Говори ясно, иначе не поймут тебя. Или иначе он тебя не поймет. И самым ярким примером уверенности в сказанном мы увидим в пословицах. Өнерлі жігіт өрде озар, өнерсіз жігіт жер соғар. Умелый парень обгонит всех, а неумелый отстанет с сожалением. Жақсымен жолдас болсаң жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң қаларсың ұятқа. Если подружишься с хорошим человеком, достигнешь цели. 100% достигнешь цели. А если с плохим, опозоришься. Ерлік пен бірлік жеңіске жеткізер. Труд и сплоченность приводят к победе.